А ведь власть так давно обещала решить эту проблему. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о реальной опасности таджиков из первых уст. Их обращение должно попасть до президента. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Жители Ягнобской долины сетуют на отсутствие дорог, из-за чего, по их словам, они вынуждены покидать землю предков. По словам жителей, из-за погодных условий дорога на Ягноб закрыта 7 месяцев в году. Власти сообщили, что пока у них нет планов по реконструкции дороги, ведущей в эту долину. Журналисты во время своей поездки в Ягноб лично убедились в сложности и опасности дороги, ведущей в долину. Единственная автомобильная дорога в Ягноб начинается из Анзаба. Дорога узкая, и не каждая машина может проехать по ней. Мирзашо, житель села Маргеб, каждый день возит пассажиров из села Сарвада в Ягноб. По его словам, его машина «Опель» часто выходит из строя из-за этой дороги. Мирзашо не раз был свидетелем дорожно-транспортных происшествий на дороге Сарвада-Ягноб. Здесь в основном передвигаются на внедорожниках. Другие марки автомобилей передвигаются по этой дороге с большим трудом, говорит собеседник. И как будто подтверждение этих слов в машине Мирзашо слетел диск колеса. Из-за этого ЧП на этом участке дороги образовалась пробка. Другие водители тоже вынуждены были стоять несколько часов, пока отремонтировали машину Мирзашо. От села Сарвада и Нинского района до села Маргеб, которое расположено у въезда в Ягнобскую долину, 39 километров. Этот небольшой отрезок пути можно проехать на автомобиле за 2 часа. После этого проехать вглубь долины можно еще на 30 километров. Жители нескольких сел Ягноба, в частности Кул, Пискон, Крюнте, Дехбаланд, Гармайн и другие вынуждены продолжать свой путь пешком или на гужевом транспорте, ослах и лошадях. Эти животные по-прежнему являются основным средством передвижения и перевозки грузов для большинства жителей Ягнобской долины. Отсутствие нормальной дороги усложняет жизнь жителям этого отдаленного уголка Таджикистана. Сафарали Бакиев, житель села Пискон, говорит, что и эта единственная дорога с ноября по июль каждый год закрыта для большинства сел Ягноба. По его словам, с конца осени в Ягнобе выпадает так много снега, что проблематично добраться даже в соседние селения. Начиная с апреля можно уже ходить по пешим тропам, а автомобили могут ездить только с началом лета, говорит собеседник. Самое большое нарекание у жителей нескольких сел Ягноба вызывает то, что до сих пор не построен мост в местечке Дахана. Мост через реку Ягноб начали строить несколько лет назад, но так и не достроили. До сих пор возле него лежат строительные материалы. Жители говорят, что их многочисленные обращения по достройке этого моста так и не дали результатов. Баймурод Аттавулоев, житель села Пискон, сообщил, что для строительства моста нужно много денег. Если мост будет построен, то можно выращивать картофель и урожай, отвозить на машине и продавать. А сейчас приходится загружать по 2 мешка картошки на осла и везти до моста. Из-за отсутствия дороги часть сельхозпродукции портится, сказал он. Власти официальных комментариев по этому поводу не дают. Представитель управления транспорта Сагдийской области сообщил, что в настоящее время у них нет планов по реконструкции дороги на Ягноб, в то время как жители этой долины говорят, что они неоднократно обращались по этому вопросу к властям. Этот чиновник из управления транспорта Сагдийской области сказал, что никто к ним не обращался по этому поводу. Как вы думаете, кто врет на самом деле? На самом деле тут легко догадаться. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Жители села Крюнте, самого отдаленного селения в Ягнобской долине, больше всех страдают из-за отсутствия дороги. Тоненькая, узенькая дорожка – единственный путь для местных жителей. По одну сторону дороги горы, по другую – овраг. Малейшая неосторожность и можно угодить в глубокую пропасть. Протяженность дороги всего 8 километров, но жители пересекают ее за 2 часа, а приезжие за 4 часа. Но несмотря на такие опасности, подстерегающие путников по дороге, жителям села Крюнте приходится перевозить по ней свои товары и продукцию и передвигаться по ней пешком. Вы сами убедились, что дороги как таковой здесь нет. В год моей семье нужно 30 мешков муки, и чтобы перевезти их, нужно сделать 10 ходок туда и обратно. А если по дороге вдруг и шаг свалится, то тогда мне будет убыток в 2-3 тысячи самани. Однажды в самом Анзобе купили муку, погрузили на осла, и он сорвался в реку, рассказал житель села
села Крёнте Худжамер Муродов. Из-за отсутствия нормальной дороги жители вынуждены покидать насиженные места. По словам жителей Ягнобской долины, еще 10 лет назад в селении Крёнте проживало около 30 семей, а сейчас осталось только 2 семьи. Остальные выехали отсюда. Десятки ветхих, пустых домов Крёнте свидетельствуют о переселении большинства жителей в другие места. Строительство моста и дороги – мечта всех жителей Ягноба. Некоторые видят выход из ситуации в переселении, другие, как Шамсидин Ат-Табулоев, надеются, что их дорогу отремонтируют и они останутся жить в Ягнобе. Ягнобская долина находится в 120 километрах от Душанбе, в отрогах Зеравшанского горного хребта. В настоящее время в 13 селениях долины проживает всего 500 человек. Раньше в Ягнобе было 32 села, но их жители затем были переселены в Зафарабский, Варзобский и прилегающие к Душанбе районы. Как вы относитесь к такой ситуации? Да, часть людей все-таки переселили, но по факту многие остаются там и ждут, что наконец отремонтируют дорогу, но власть это все игнорирует. Как вы думаете, какое есть тут решение? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!